Всем привет! Сегодня у нас традиционный пятничный вечер, и у нас в гостях бизнес-леди, красивая женщина и активист города Анна Маттерн. Анна. Добрый вечер. Анна, у вас очень интересная фамилия. Это как-то связано? Фамилия, можно сказать, родовая. Это мой дедушка был Маттерн, немец Поволжья. Сосланный, да, сосланный. Интересно. Так мы здесь и остались. На самом деле корни у меня, естественно, есть местные и оттуда. Это в 19 еще вообще? Это в 20-м. В 20 веках. Сосланный. Это уже как раз-таки после 37-х годов. Период такой депрессированный, передвоенный, скажем так. То есть он работал где-то... Все-таки интересно стало. По легенде, на самом деле про дедушку очень мало что известно. И сейчас мы как раз занимаемся тем, чтобы хотя бы что-то узнать. Но архивы фактически сейчас тех времен, многие уничтожены, архивы и так далее. Вроде бы по легенде он работал в НКВД, но то есть чем-то был неугоден, очевидно, за это его сослали. Потом как раз-таки военные действия, он был, в общем-то, офицер, но его не взяли на войну по причине его национальной принадлежности. Здесь он был, он как юрист работал в предприятии 14-м геодезическом, Якутск геология. Дедушка, кстати, он был председателем шахматной федерации Якутии. В общем-то, он вел тоже такую общественную работу свою и очень был увлеченный шахматист. И здесь какие-то проводил встречи, приглашал известных гроссмейстеров сюда. Поэтому он тоже такой у нас был достаточно известный, активный человек. А вы сами увлекаетесь шахматами? На самом деле сейчас нет, но в начальной школе я прям ходила в шахматный кружок. Хорошо достаточно играла, там обыгрывала тоже. Единственная была, кто из детей там сыграл в ничью тоже с гроссмейстером. Там был сеанс одновременной игры. Если помните, как у Ильфа и Петрова, да, там Остап Бендер играл. Примерно такой был сеанс. Я в ничью сыграла с гроссмейстером. Ничего себе! Честно, не помню, конечно, фамилию, я еще маленькая была. Вы даже когда вы уже, будучи маленькой, играли с гроссмейстером? Там все играли, дети разного возраста. Я нашу встречу разделила на 3 части, и среди них есть бизнес, политика и личное, да? Начнем с политики, потому что у нас чаще говорят, политику сравнивают с шахматным полем. Шахматы, да? Я считаю, что ни одни выборы не обходятся без вашего участия. Да нет, я не особенно участвую, честно говоря, очень опосредованно. Хотя я, конечно, свою точку зрения излагаю где-то в сетях. Свою точку зрения в сетях я видела вас с плакатом. Вы там прямо стояли, помните, где-то было минуточку внимания было где-то. Это не на выборах было, это было во время спорных вопросов по земельному участку в центре города. Такая была история. Она, в принципе, еще пока не совсем так до конца завершилась. Некоторые говорят, это какая-то борьба, но не борьба. На самом деле просто нужно было решить вопрос земельный. Даже не земельный, а вопрос, чтобы землю нашего дома, прилегающую территорию, детскую площадку не занимал другой собственник. Собственно говоря, препоны были, и они до сих пор даже есть. Это земельный участок, получается, принадлежит многоквартирному дому, да? Этот земельный участок был отведен этому многоквартирному дому, но так как кадастр, когда составляли, там не прирезали придомовые участки, а просто по пятну дома создавали,
то этот участок и не прирезан был. Естественно, что так большинство домов, очень многие дома стоят, и к ним никакие участки не прирезаны. Ну, вот этот конкретный участок, он был изначально при строительстве определен, там он такой криволинейный, небольшой участок, и там расположена детская площадка нашего дома. В принципе, земельный участок небольшой у самого дома, прям маленький, можно сказать, даже недостаточный по площадям, по расчетам. Вот, и этот земельный участок вдруг оказался в чужом владении. Вот, и прям собирались пристроить дом к нашему дому, но в итоге оказалось, что документы были не в порядке. Изначально земля перераспределена была неправомерно, это суд доказал. Но это не мы судились, на самом деле там были прокурорские расследования. Но это долго тянется. Ну да, так и тянутся такие, в принципе, вопросы. На самом деле там просто нужно было, естественно, решать с более справедливой точки зрения и рациональной. То есть есть участки, соединить их и сделать проект на эти участки и строить, а не делать там все подряд, прирезать любыми путями, там, праведными или неправедными, и потом что-то более громоздкое строить. Но это всегда бывает в итоге, имеет какие-то последствия. Хорошо. Вас считают, что вы оппозиционер. Это так? Оппозиционер кому? Ну, действующей партии власти. Ну, во всяком случае, «Единая Россия» меня разочаровала. Это вот мой короткий ответ на этот вопрос. Потому что я прям яркой оппозицией не являюсь. И если есть вопросы, в которых они принимают положительную сторону, я просто принимаю всегда положительную сторону. В пользу граждан, в пользу населения, в пользу себя тоже, естественно, что мы в первую очередь всегда во всех вопросах видим, насколько это для вас, допустим, приемлемо или неприемлемо. Если, допустим, сталкиваются интересы разных сторон, то здесь тоже важно держать баланс, то есть не перетягивать на себя одеяло, в то же время и свои интересы ни в коем случае забывать нельзя. Ну вот, что касается партии власти, то, к сожалению, они-то вот тянут на себя одеяло, которое стягивают с населения. Вот это мое мнение. То есть на фоне то, что вот тянет на себя оппозиционная, точнее, партия власти тянет больше одеяла на себя, чем на людей. Безусловно. Особенно в финансовом смысле. Вот, допустим, как предприниматели мы это очень остро чувствуем. Ну, то есть все равно большинство вопросов, которые проходят через Думу, они так или иначе лоббируются, естественно, теми или иными партиями. Ну, самая многочисленная у нас, как мы знаем, это... Не будем называть всю эту партию, как говорится. Хорошо. Как по вашему мнению, самая оппозиционная партия у нас в Якутии какая? Ну, наверное, Компартия получается, хотя, в принципе, оппозиция – это не обязательно позиция. Может, допустим, там какие-то зеленые занимают, они вообще не борются принципиально с этими партиями, а просто выбирают свою нишу. Ну, это не значит, что я там за зеленых или за красных, да, грубо говоря. У меня вообще нет никакой партии, я и никакой партии не принадлежу. В общественных движениях просто участвую. Ну, яркой какой-то политической позиции не занимаю. И, честно, в политику я совершенно не стремлюсь никаким образом и не хочу. У вас замечательные магазины есть: Интимиссини, Кальцидония, Брусничка. Вот ткань и швейная фурнитура у вас уже давно уже действует, да, работают. Это самый первый наш мой любимый. А вот Брусничка, Интимиссини и Кальцидония пришло чуть позже, да? Вот что вас подвигло открыть дополнительный бизнес? Может, какая-то предыстория есть? Да, завезла то, что нравится Кальцидонии, например. Мне всегда нравилась марка, и раньше они не давали франшизу. Вот. Только в города-миллионники, только я узнала, что можно завести в Якутию, чтобы наши горожане тоже не отличались там от центральных городов и носили
отличную продукцию. Сразу воспользовалась этой возможностью. Вот. Ну и как раз в этот момент там больше стало торговых центров, появились возможности использовать какие-то площади. До этого прям бизнес вообще долгое время же никто не закрывался, только наоборот открывали новое, и ниши все были заняты фактически территориально. Вот. А когда вот стали появляться новые торговые центры, вот эти возможности открылись, ну так вот я тоже дополнительно открыла. А, допустим, делать один профиль и, как многие, разрастаться, разветвляться, это, получается, ты создаешь сам себе конкуренцию. То есть у нас не такой уж огромный город, чтобы не приехать в один твой любимый магазин и не взять там что-то, что тебе нравится. Можно, конечно, открыть 5 филиалов, просто растянуть все свои средства, и результат будет хуже, чем в одном, или такой же, как в одном, незначительно отличающийся. Но зато ты потратишь там все свои силы на это и нервы. Хорошо. Получается, вы не советуете предпринимателям дополнительно открывать аналогичные? Ну, это я, опять же, не советую им. Это мой опыт. Я думаю, что так. А это их право. Они могут ветвиться там, плодиться, размножаться. Ага. А франшизы в Якутске открывать сложно? Да, в принципе, везде примерно одинаково. Сложно. Любой новый ход, он требует усилий. Но, опять же, да сейчас, наверное, все сложно. Вот в нынешнем периоде с нуля открываться, это достаточно сложно. И когда мы слышим о том, что статистика показывает, что у нас бизнес не уменьшается, количество представителей малого и среднего предпринимательства, то просто диву даешься, а откуда, где эти люди и что они открывают. Потому что сейчас открываться, ну это прям героизм некий. И он, как правило, этот героизм сегодня открылся ты, чтобы завтра закрыться. Многие так вот, к сожалению. Но я могу предположить, что количество прирастает за счет самозанятых, которых раньше этого статуса не было, он появился. Я знаю, что некоторые предприниматели не слишком добросовестно переводят своих сотрудников на эту форму. Ну, может, и добросовестные уже переводят, потому что у нас так прижимают со всех сторон, налогами задавливают, налоги увеличились, бюджетные платежи увеличились, энергетика вся подорожала. То есть, к сожалению, вот для малого и среднего предпринимательства период прям архисложный. Ага. А кому сейчас вот среди предпринимателей легче? Кому легче? Ну, я знаю просто сети, которым легче, их все знают, да? Почему легче? Ну, просто вот эта волна, то есть у кого, например, оказались товары первой необходимости, они, допустим, в достаточном объеме. Конечно, закон позволял в прошлый пандемический, например, вот этот криз, мы тоже поставили товары первой необходимости, имели возможность открыться. В этот раз условия конкретизировали, то есть не менее 20%. Естественно, выдержать вот такой процент, ну, для любого бизнеса это сложно. То есть заниматься своим укладом и плюс еще добавить эти товары первой необходимости, ну, не в каждом профиле возможно. Да, ну вот во время, когда тоже закрывали на неделю, на каникулы отправляли граждан, алкогольные маркеты свою продукцию добавили же там товары первой необходимости. Ага, и они работали. Ну, и, кстати, их, по-моему, не закрывали в этот раз. Да, они их не закрывали. Даже и без товаров первой необходимости. Они добавили, потому что думали, что это будет необходимо. Но их приравняли к продуктам в этот раз и не закрывали. Ну, алкоголь тема такая очень скользкая. Я бы, честно говоря, к ней не прикасалась. Потому что это тот случай, когда вот только коснись, есть такие граждане. У нас Виталия Обедина и Ирину Высоких прямо записали. Вот есть антиваксеры, они типа алкобароны или как там, алколоббисты, их так записали в алколоббисты просто потому, что они рационально рассматривали этот вопрос. Если я сейчас коснусь, меня туда же причислят. Я уже представляю. У нас вот прям клейма развешивают, имена раздают прям на раз, два, три. Но не кажется ли вам, что все-таки в наше время выгоднее открыть алкогольные маркеты, чем какие-либо другие? Ну,
Да, конечно, наверное, по финансам выгоднее, но я, допустим, в эту сферу не хочу, потому что это очень зыбкое. Я человек верующий, и, наверное, то, что ты продвигаешь, это тоже очень серьезное значение имеет. Я не знаю, наверное, можно там продавать одни вина прекрасные, там, полезные для здоровья, а водку не продавать, но тогда у тебя и не будет этой выгоды. Естественно, пиво, водку ты не будешь продавать, то, чем обычно люди как раз-таки к алкоголю пристращаются, да, что прекрасным вином фактически стать алкоголиком, ну, это крайне сложно. Каждый день там покупать себе дорогую бутылку вина, а еще несколько, да, к тому же, чтобы стать алкоголиком от вина, это невозможно. А вот такими термоядерными напитками или дешевыми алкогольными напитками, то да, конечно, люди пристращаются. Сколько лет вы в бизнесе? С 96-го года, получается, 25 лет. 25 лет. Вот за эти 25 лет, как вы думаете, изменилось ли вкусы поколений, ну, вот, ваших покупателей? Вообще на 300%, наверное. Да? Все очень сильно меняется, да, конечно. Если мы начинали, я продавала ткани, естественно, что это были сначала совсем простые корейские ткани, Европы почти не было у нас, вот, и потом покупали сразу все рулонами, черные, разбирали каждый день, там по несколько рулонов брали, там просто можно было стоять вот так, как на конвейере резать. И, ну, мало было конкуренции на этом рынке. И, вот. Потом уже европейские стали завозить ткани, естественно, появились ценители, любители. Просто так для сравнения, в Советском Союзе хорошие ткани, ну, были только российские. Да, действительно, были хорошие. У нас было производство очень хорошее в России. И были комвольные предприятия, которые шерсть производили хорошего, достаточно приличного качества. Но до сих пор они производят, допустим, для спецодежды, там, для военной формы, для, господи, ну вот железные дороги, ну даже авиация у них берет, ну то есть авиация сейчас разная, конечно, берет ткани, вот, и они производят очень даже неплохую до сих пор продукцию. Брянский комвольный комбинат, в Тейково есть, Шуйский, ну Шуй в основном хлопки, да. Вот. Ну, кое-что, в общем, еще Россия производит, но крайне мало. Вот даже на выставках уже видно, что предприятий текстильных, которые производят непосредственно ткани, их очень мало. Вот. А Европа, потом стали завозить Европу. Мы-то отошли от темы. Так, вкусы поменялись? А вкусы вот поменялись, да, и мы стали завозить под общий вкус, естественно, более вот эти изысканные дизайнерские ткани. Ну, вкусы в одежде, просто очень много массовой одежды, которая одноразовая. То есть вот, купил, сносил за сезон и выбросил. В этом есть свои плюсы, ты там часто меняешься. Ну, я все-таки приверженец добротных вещей и в одежде, и в других тоже. А почему? Какая-то философия, какие-то? Ну, опять же, философия, конечно, сбережения. Если ты в этом конвейере потребления находишься, ты берешь дешевое, тут же выкидываешь. Свалки-то растут гигантские, это же ни для кого не секрет. То, что такое вот ты поносил и выбросил, оно выбрасывается. Почему? Потому что оно не очень качественное. Оно, естественно, теряет свой внешний вид. И ты не можешь ее передать, эту одежду, кому-то. Как раньше делали, поносил, еще там после тебя 3 поколения носит. Я даже не про детей, а вот кто-то там обеспеченный, например, купил себе хорошую одежду, потом передал там своим, там, я не знаю, ближним, тем, да, родственникам и так далее. Люди носят. Сейчас такая одежда, которую ты так не поносишь, она только свалки наращивает. Поэтому я с этой точки зрения, конечно, с точки зрения экологии очень внимательно отношусь к этому. Предприятия наши, мы полностью перешли на то, чтобы максимальное количество сырья использовать вторично, передавать вторично. Например, если у нас какие-то упаковочные есть материалы, то картон мы сдаем в переработку, целлофан мы сдаем в переработку, а еще есть какие-то упаковочные всякие детали, мы тоже передаем предприятию, которое, например, то есть у нас абсолютно чистая идет упаковка, да, мы ее передаем для упаковки дальнейшей, там, допустим, посуды
производители, продавцы берут у нас такое. Я знаю, что вы замужем. Да. И встретили свою любовь после 30. Так. Ну да, Вот, значительно после. Да, вот расскажите о вашей встрече и вашем мужчине. Ну, я в детали все-таки, наверное, не буду уходить. Да, мы встретились в таком просторе, как сказал Дольский, в таком безмолвии небес. Да, очень, конечно, красивая встреча, красивые отношения, неожиданные. То есть это, ну, наверное, о таких вещах подробно нежелательно рассказывать. Это все нужно для себя оставлять. И ну, я счастлива. Ну, это очень классно. Вот расскажите, вот секрет семейного счастья. В чем он заключается? Любовь. Мне кажется, больше нет никаких секретов. Ну, вот сохранять любовь. Это важно. Потому что многие же говорят, что есть там влюбленность, период, потом вот любовь или просто дружба. Привязанность. Привязанность, да. Ну, вот этой грани, наверное, грани нет. Пусть любовь перерастает в просто дружбу. Пожалуйста. Ну, может быть, страсти какие-то там могут со временем притираться, да. Хотя, не знаю, надо все-таки в себе поддерживать эти все вещи. Ну, не искусственно, а прям от души. Да, в общем-то, нет таких секретов и каких-то специальных рецептов. Тут уже каждый сам. Ну, сейчас в современном мире мужчинам трудно живется, когда женщина лидер, где везде активист, красавица, умница. И ну, у меня лидер муж, я за ним. Просто, ну, он, может быть, не так на виду, но он точно мой лидер, он ведет меня, он мне подсказывает, и я без него прям, мне кажется, через дорогу уже с трудом перехожу. Ну, так образно, конечно. Но, во всяком случае, я с удовольствием становлюсь ведомой, и когда он рядом, мне прям мне очень хорошо, я чувствую себя защищенно. Ну, слава богу, что мы всегда вместе. Все, на этом мы завершим нашу беседу. Большое спасибо, Анна, что вы к нам пришли. Спасибо нашим зрителям. Всем пока. Всего доброго.